Вас вітає інформаційні служби телеканалу МКТБ. Я Леся Ушакова. У ефірі новини час місцевих, головне сьогодні. У Беларуси в 2020 году плануется повеличение тарифов на жильево-коммунальные послуги. Бяспечны Новый год с фейерверком и салютами. Юные вартовальники, супрацоўнікі Маладзечынскага ГРАНЦ накіраваліся ў магазины, што гандлююць піратэхнічнымі вырабамі. А яшчэ даведаецеся, як будуць адпачываць і працаваць большасць беларусаў у першыя 2 тыдні Новага года і якая праграма чакае маладзечынцаў у навагоднюю ноч. У Беларуси в 2020 году плануется повеличение тарифов на жильево-коммунальные послуги на $5. Першы намеснік премьер-министра Дмитрий Круты поведомил, инвестиционные и державные программы на наступный год уже подписаны президентом. Это дозволит с 1 студеня протягнуть финансование 107 проектов и паспяхова освоить больше за 580 миллионов инвестиций, менавіта за кошт бюджету, адзначыў першы віцэ-прэм'ер. Як рэалізаваць патэнцыял і зрабіць мару рэальнасцю? Па індэксе чалавечага развіцця наша краіна ўваходзіць у групу краін з найбольш высокімі паказчыкамі. Гэта значыць працаваць і зарабляць, а не атрымліваць можна і тут. Як і забяспечыць сабе дастойны ўзровень жыцця. Гэта і прыбытак, і дом, у якім ты жывеш. Усё гэта пацвярджаюць гісторыі тых, хто абраў Беларусь месцам для ўласнага росту. Як гэта працуе ў рэпартажы. Молодые, амбициозные, успешные и при этом не программисты. Новое поколение ломает стереотипы, доказывая, что в любой сфере можно достичь своей цели и быть конкурентоспособными на рынке труда. Именно в Беларуси. Евгения Василенок не раз могла уехать за границу, но не уехала и стала зарабатывать в родном Минске. Я нашла свою нишу, в которой я могу расти, как в карьере, и зарабатывать, и позволить себе тот же уровень жизни, что и за границей. И эта тенденция наблюдается уже последние несколько лет. То есть молодые люди, которые приходят до 30 лет, приобретают недвижимость, коммерческое жилье, могут позволить себе приобрести дорогие автомобили. И, в принципе, я не вижу смысла уезжать за границу, если они могут достигать этого уровня здесь. В отдельные месяцы ее заработок достигает 8 тысяч евро в эквиваленте. Евгения на своем опыте убедилась, целеустремленные молодые люди в возрасте до 30 лет в нашей стране вполне могут построить себе квартиру, приобрести новый автомобиль и достичь определенного уровня благосостояния. С их характером, потенциалом и возможностями, устремлениями, я могу точно сказать, что до 30 лет людей стало гораздо больше, нежели до 40, до 50 возрастной категории. Евгения доказала, что все это работает, решила квартирный вопрос и занялась инвестированием. Я выбрала себе 2 объекта жилой недвижимости. Один располагается в жилом комплексе Чайковским, а второй располагается в жилом комплексе Маяк Минска. Выбор только на перспективу. Чайковский располагается в центре, активный рост цен был, и, соответственно, то, что я приобретала по цене одной, сегодня выросло практически в 1,5-2 раза. Что касается Маяка, я спрогнозировала и выиграла. На сегодняшний день моя квартира оценивается смело в 2 раза. Виктория Слонимская в Dana Holdings попала почти случайно, а уже в октябре заработала около 5000 евро, конечно, в национальной валюте. Новые сотрудники начинают работу на ресепшене, потом обучение, и только после этого можно дорасти до работы с покупателями. Клиентов много, людей привлекают условия. Современные комплексы, простой и понятный порядок расчетов. Клиенты разные, но когда они требовательны, я хотя бы понимаю, что им важно знать, за что они платят деньги. Рассматриваю для себя комплекс Минск-Мир по улице Аэродромная. А Виктория Алексеева объясняет, как завоевывалась любовь клиентов и престиж работы. У девушки получается зарабатывать каждый месяц очень хорошо. Мы самая известная компания на сегодняшний день. О нас очень много говорят, и прежде всего говорят о том, что мы клиентоориентированы. То есть наша задача как менеджеров не потерять ни одного клиента. В руководстве компании не скрывают, лучшие менеджеры зарабатывают в месяц на уровне 5-8 тысяч евро в эквиваленте. В новогодние дни поток клиентов особенно большой и из Минска, и из регионов. Много иностранцев, они с удовольствием инвестируют в нашу недвижимость. Граждане из стран СНГ, Европы и США в последние годы активно вкладывают средства и в жилье, и в коммерческую недвижимость, потому что в Беларуси отмечается устойчивый прирост доходности в этом секторе. А вложения в недвижимость в Беларуси более привлекательны по доходности, чем банковские вклады. Много клиентов интересуются именно парком Челюскинцев, поскольку он вырос прямо на глазах. И что таить, парк в Минске такой один, поэтому у многих мечта жить возле парка, гулять по парку, поэтому мы максимально пытались создать условия, чтобы человек получил квартиру своей мечты, когда просто открыв
окно в своей квартире, он слышал пение птиц и ощущал свежий воздух, находясь при этом в самом центре столицы. Осталось не так-то много времени, поскольку, как вы видите, все дома мы уже практически выстроили, и предложение по квартирам уменьшается буквально с каждым днем. До Нового года в компании «Праздничная акция» предлагают наиболее выгодные условия приобретения квартир в жилом комплексе «Парк Челюскинцев». Клиентов ждут без выходных и предлагают уникальные для Беларуси финансовые инструменты. Беспроцентная рассрочка от застройщиков, выгодные банковские кредиты и, главное, индивидуальный подход к каждому клиенту. Этот подход определил решение Татьяны Богданович. В комплексе «Маяк Минск» она приобрела уже 5-й объект коммерческой недвижимости в торговом центре, который весной откроют в доме Микеланджело. У меня уже на это помещение есть арендаторы. Покупает моя дочка еще здесь. Она живет в Вене, инвестирует сюда в недвижимость в Белоруссии. И родственники из Америки тоже присматривают все помещения, которые будут покупать в этом торговом комплексе и Минск Мир. Предприниматель только что вернулась из Японии. Профессиональный интерес заставил ее сравнить привлекательность инвестиционных условий этой страны с Беларусью. И наша страна в этом отношении выигрывает безоговорочно. Когда цена квадратного метра на земле в Гинза, самом ярком торговом коммерческом районе Токио, достигает $1 миллион, покупка там недвижимости доступна лишь самым богатым. Тем более, что японский бизнес очень заинтересовался Беларусью. В этой стране слышали, что проектировать новый уникальный детский сад их земляк, знаменитый архитектор Такахаро Тезука, собрался в Минске в комплексе «Парк Челюскинцев». В том самом, где новогодняя акция предлагает лучшие условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости. И это, согласитесь, новый уровень. Пытанне павелічэння дазволенай хуткасці і аптымізацыі працы сістэмы фота і відэафіксацыі парушэнняў на аўтамабільных дарогах і МКАД разгледзелі на пасяджэнні пастаяннай камісіі па забеспячэнні дарожнага руху пры Савеце міністраў. Павысіць дапушчальную хуткасць прапанавалі на 16 участках дарог. Сярод іх трасы Р-58 Мінск-Калачы-Мядзел, Р-28 Мінск-Маладзечны і шэраг іншых. Новыя участкі з павышанай дазволенай хуткасцю з'явяцца на дарогах Р-20 і Р-80. Бяспечны Новы год з феверкамі і салютамі. Юныя выратавальнікі, супрацоўнікі Маладзечынскага ГРАНЦ накіраваліся ў спецыялізаваныя магазины, якія гандлююць піратэхнічнымі вырабамі. Падчас рэйду работнікі службы выратавання звярталі ўвагу на ўмовы захоўвання і размяшчэння піратэхнікі ў залежнасці ад класіфікацыі, а таксама на наяўнасць і спраўнасць вогнетушыцеляў у залах і ўменне прадаўцоў карыстацца імі. У кожным магазине выратавальнікі ўручылі памяткі і буклеты пакупнікам. Таксама супрацоўнікі службы МНС нагадваюць жыхарам раёна пра строгае выкананне правіл бяспекі пры запуску салютаў і феерверкаў на вуліцах і запальванні бенгальскіх агнёў у кватэрах і дамах. Пра самае важнае напярэдадні Новага года. Многія яшчэ не вырашылі, што купіць. Ужываную кватэру на другасным рынку адразу і хутка і, магчыма, з наступнымі праблемамі. Ці пачакаць, пакуль звядуць новае ўласнае жыллё ў сталіцы? Сучасны выбар больш пераважны, як лічаць эксперты, але больш падрабязна ў рэпартажы. Рынок недвижимости столицы – чувствительный организм, и им управляют множество законов. Не только объем спроса и предложения, но и количество новостроек и их качество, популярной жизни в Минске и развитие рынка труда. Обычно в новостройках, которые только что сдали, свободных квартир нет, а те, что строили, чтобы сразу же перепродать, существенно дороже. Поэтому тем, кому квартира нужна срочно, лучше смотреть на вторичный рынок. У такого жилья бывают неустранимые минусы, с которыми придется смириться. Например, не самая удачная планировка. Или заваренный, а еще хуже, не заваренный мусоропровод. Разной свежести подъезд и разное окружение. Но тем, у кого есть возможность подождать, предпочтение лучше отдать новостройкам. Ведь это возможность выбрать не только дом, его внешний вид, благоустройство придомовой территории, но и много других полезных мелочей. Есть в выборе новостройки и важный психологический аспект, который рано или поздно оказывается весьма важным для вдумчивого и искушенного покупателя, считает руководитель компании «Вива Капитал» Вадим Тачкин. Все, конечно, хотят новую квартиру, все, конечно, хотят свежий подъезд, все, конечно, хотят, скажем так, соседи, которые тоже купили это за деньги. Да? То есть не получили когда-то и приватизировали за копейки, а действительно приобрели это за свои кредитные, но купили. Это серьезно меняет отношение к общей долевой собственности, к общему имуществу. Наиболее активно жилье сейчас строится в комплексе «Минск-Мир» и жилье современных стандартов, которое качественно отличается от хрущевок и домов, воздвигнутых в 80-е и 90-е, начале 2000-х. Квартал чемпионов, дома Пекин, Сидней, Люкс, Сочи. У каждого не только номер, но и имя и индивидуальность.
Квартал чемпионов соседствует с практически завершенным кварталом Emirates Люкс. Рядом во дворе дома «Волна» строится торговый центр. Для автовладельцев большой паркинг, уже введенный в эксплуатацию. Площадь квартала около 8,5 гектаров. Дворы квартала будут свободны от машин. Им, кроме паркинга, всегда найдется место на открытых автостоянках, обустроенных по периметру. А в квартале будет построена школа более чем на 1000 мест. В соседнем квартале построят детский сад с бассейном. Рядом строится станция метро «Аэродромная». Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» — это город в городе, в котором будет все необходимое для комфортной жизни. Построят здесь и самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл». Деловым сердцем комплекса станет международный финансовый центр «Минск Ворлд». Все 3 дома — Пекин, Сидней Люкс и Сочи, в которых продаются квартиры в квартале чемпионов, разные по архитектуре и планировочным решениям. Но есть и общие черты, которые делают жизнь в них особенно приятной и комфортной. Свободные планировки, просторные лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера и санитарной комнатой с пеленальным столом. Скоростные лифты производства «Отис», панорамное остекление, лоджии и балконы, а также террасы для естественного освещения. Обустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и ландшафтным озеленением. Как купить? Сначала нужно разобраться с финансовыми инструментами. Самый удобный — длительная рассрочка от застройщика до 10 лет. Первый взнос от 30%, который можно уплатить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справок, ни поручителей. Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными либо кредитными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене. И, конечно же, выгодные кредиты. Партнерские программы от ведущих банков готовы профинансировать до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5% или по другой программе менее 7% на первые 2 года. Можно долго искать хрущевку на вторичке, но это уже никому не надо, кроме их продавцов. Время делать свой выбор. Калейдаскоп гісторыі. Мінскі абласны краязнаўчы музей падрыхтаваў шмат мерапрыемстваў да Новага года і калядных святаў. На незвычайнай выставе, дзе сабраны вельмі розныя экспанаты, пабывала наша здымачная група. Зусім нядаўна, напрыканцы адыходзячага года, наш музей адзначаў свой 60-гадовы юбілей. І паколькі установа з'яўляецца сапраўдным метадычным цэнтрам для музеяў Міншчыны, то калегі зрабілі маладзечанцам шыкоўны падарунак. Са сваіх фондавых паступленняў апошніх год прадставілі рарытэтныя экспанаты. Наведвальнікі тут змогуць пабачыць і прадметы археалогіі, і графіку, і вырабы са шкла. С Борисовского музея пришел интересный антикварный набор, который связан с чайной церемонией. Кто-то, например, в первый раз для себя увидит интересный такой прибор, который называется бульетка. Это чайник, который ставили на миниатюрную газовую горелку. И можно было пользоваться в дороге, вода подогревалась. Тоже у вас металлический сервиз с чайником для заварки, большим подносом, ситечком, изящными щипцами для сахара. То есть очень красивый, интересный такой комплект, богато украшенный, и все такие вот моменты в его декорировании свидетельствуют о стиле модерн. Многіх зацікавяць здымкі, зробленыя салдатамі вермахта ў акупіраваным Лагойску 1941 годзе. Нягледзячы на значны прамежак часу, якасць фатаграфій выдатная. А вось Копальскі музей прадставіў цікавыя навязныя замкі і нетрадыцыйнай формы гіры, якімі карысталіся гандляры ў 18 стагоддзі. Аптычны посуд і прыборы для вымярэння ўнутрывочнага ціску, якія былі зроблены ў Санкт-Петербургу, прыехалі з Клецка. Есть уникальные предметы и из коллекции, связанной с иудейской обрядностью и этим культом. Например, миниатюрные тфилины. Кого-то заинтересует именно Ра. Например, специальный такой чехол бархатный, красивый для хранения предметов еврейского культа, благодарственные письма еврейского литературного общества за участие в специальных спектаклях в Несвеже. Многія музеі вырашылі пазнаёміць маладзечанцаў з творчасцю мастакоў. Сярод калекцыі графікі цікавымі пададуцца работы Васіля Шаранговіча, а творы Мікалая Аўчыннікава мясцовыя аматары мастацтва ведаюць добра. Карціны Сергея Пісарэнкі, нашага земляка, сёння вельмі папулярныя ў заходняй Еўропе. Убачаць наведвальнікі і палотны Александра Рубца са Слуцка, уладальніка залатых і сярэбраных медаляў Расійскай акадэміі мастацтваў. За кожным з экспанатаў багатая гісторыя ці талент майстра, якія кожнаму дапамогуць адчуць подых мінулых стагоддзяў.
Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ. Як будуць адпачываць і працаваць большасць беларусаў першыя 2 тыдні новага года? Спачатку гэта будуць 2 выхадных дні 1 і 2 студзеня, затым 2 дні працоўныя 3 і 4 студзеня. Пасля ідуць адразу 3 выхадныя на каляды 5, 6, 7 студзеня і зноў 3 працоўныя дні 8, 9 і 10 студзеня. Перад старым новым годам будуць стандартныя выхадныя 11 і 12 студзеня. Навагодняя ноч у маладзечнай абяцае быць цікавай. Святочная праграма будзе распачата роўна ў гадзіну ночы. Жыхарам і гасцям горада прапануюць сустрэць 2020 год у вясёлай кампаніі. Забаўляльная праграма па традыцыі запланавана на 2 гарадскіх пляцоўках – на цэнтральнай плошчы і плошчы Старое месца. Тэатралізаваны прадстаўленні, конкурсы і дыскатэка. Добры настрой, мноства пазітыўных момантаў. Такой стане галоўная ноч новага года. На цэнтральнай плошчы да 2 ночы гасцей свята будуць віншаваць казачныя героі. Таксама гасцей чакаюць інтэрактыўныя гульні, танцы і падарункі пераможцам конкурсаў. У 2 гадзіны неба расквеціць залпы фейверка. Гульні працягнуцца да паловы 3, а працягам ночы стане святочная дыскатэка. Арганізатары мерапрыемства абяцаюць, што на плошчы Старое месца будзе не менш цікава. Навагодні перапалох, забаўляльную праграму пад такой назвай правядуць для гараджан. Падмарозіла. Снег з дажджом і галалёдзіца будзе ў Беларусі на гэтым тыдні. Надвор'е нестабільнае і напярэдадні новага года нас чакае адліга. Атлантычны цыклон змяшчаецца па поўначы Еўропы. Аб надвор'і ў маладзечня адразу пасля кароткай рэкламы.